Жители ухтинского поселка Водный жалуются на проблемы с медицинским обслуживанием в местной амбулатории. С их слов, не хватает докторов. Ряд процедур невозможно пройти в поселке. И это при том, что кабинеты и оборудование есть. Местные активисты считают, что проблему можно решить, вернув амбулатории статус отдельной поликлиники. Но так ли это, выяснила Виктория Науменко. Нехватка специалистов и диагностических процедур, закрытый кабинет физиотерапии. Список жалоб жителей поселка Водный обширный. Одна врач, она на весь поселок. Она и на приеме, и на вызова, и везде. Прогревания нет у нас, вот поэтому. Никакого прогревания нет. Знаешь, что на детском приеме, вот, по-моему, до сих пор работает один врач. Как-то пытались там с внуком, заходили, 35 человек была очередь, но это месяц где-то назад. Местная амбулатория – подразделение Ухтинской поликлиники. Впрочем, так было не всегда. До 2016 года в поселке была отдельная поликлиника, но ее сократили до амбулатории, присоединив к городской. Тем самым жители Водного получили доступ ко всем медицинским услугам Ухтинской поликлиники. Казалось, благое дело. Однако не все воднинцы остались довольны. Сегодня они убеждены, нужно вернуть в поселок свою поликлинику. Медики в амбулатории подтверждают, сложности в обслуживании населения действительно есть. Но главной причиной кадровый дефицит, который существует во всех медучреждениях не только Ухты, но и всей республики, и, конечно, пандемия. Участковые терапевты и фельдшеры выезжают на вызовы свыше 20 раз за день. И это не считая осмотров перед вакцинацией. На данный момент у нас имеется терапевтическая служба, физиокабинет. В связи с пандемией он временно закрыт, чтобы не было распространения коронавирусной инфекции. Также у нас действует процедурный кабинет, то есть внутривенные и внутримышечные инъекции по-прежнему делаются. Дневного стационара сейчас нету в связи с тем, что у нас кадровый дефицит. В амбулатории доступны ЭКГ, ежедневный забор анализов, осмотр акушера-гинеколога. Ежемесячно из Ухтинской поликлиники приезжают эндокринолог и кардиолог. Попасть к ним на прием можно по направлению фельдшера или терапевта. Принцип тот же, что и в самой Ухте. Первично, в общем, приглашаются все по диспансерному наблюдению люди, а повторно мы можем пригласить уже людей, которые, то есть уже состоят на учете. То есть установлен диагноз сахарный диабет, гипотиреозы, зобы и так далее. К кардиологу после инфарктов с гипертонической болезнью можно попасть, с застойными сердечными недостаточностями. К слову, еще до централизации 5 лет назад в Водном уже принимало ограниченное количество специалистов. И причина тому – численность населения поселка. Принять в штат больше специалистов просто не позволяло федеральное законодательство. А потому с получением статуса амбулатории воднинское медучреждение почти не изменилось по структуре. Мало того, как отмечает главный врач Ухтинской поликлиники, если сейчас амбулатории вернуть статус поликлиники, поселок лишится медицинской поддержки из Ухты. И тогда столкнется с еще большим дефицитом кадров. По нормативам там будет положен всего кардиолог на 0,25 ставки и эндокринолог таким же образом. Но сами понимаете, кто из докторов пойдет работать на четверть ставки, как основной сотрудник в эту поликлинику. Кроме того, в Водном отсутствует необходимое диагностическое оборудование. И если вернуть учреждению статус поликлиники, то его руководству придется заключать контракты на обследование со сторонними медицинскими организациями. Для жителей поселка они окажутся платными. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.